Время новостей. В студии Луиза Хатуева. И сегодня в эфире. Не поезд, а дом на рельсах. Грозненское отделение Северокавказской железной дороги обновило пассажирские вагоны. Социальная адаптация и преодоление общественных барьеров. Международный день инвалидов отметили в республике. Зимняя сказка на улицах столицы. Как Грозный готовится к Новому году. «45 лет исполнилось с момента подписания соглашения о создании государства Объединенные Арабские Эмираты. Между этим регионом и нашей республикой сложились особые братские отношения. На эту дату отметил в своем инстаграм и глава республики. Он поздравил наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заед аль-Нахаяна и весь дружеский народ с этим праздником. За короткий промежуток времени эта страна стала одним из самых экономически и социально развитых, стабильных государств мира. Кадыров подчеркнул, что мы высоко ценим братскую дружбу между Эмиратами и пожелал всему народу мира, стабильности и процветания. Если до сих пор поездка в Москву на поезде вызывала у людей самые неприятные ассоциации, то теперь она будет проходить с максимальным комфортом. Грозненское отделение Северокавказской железной дороги при поддержке правительства республики обновило пассажирские вагоны. Пока их 22, но скоро должны довести еще. Мой коллега Рамзан Керимов отправился в поездку на новом транспорте. По словам пассажиров, в эти вагоны так и хочется сесть и уехать, куда глаза глядят. Внешний вид производит приятное впечатление, а о внутреннем убранстве и говорить не приходится. Чего здесь только нет. На окнах солнцезащитные шторы, не говоря уже о москитных сетках. Можно спокойно ехать с открытым окном в знойный летний вечер, не беспокоясь о надоедливых комарах. При этом, чтобы зарядить свой телефон, не нужно ждать длинной очереди, пока не освободится розетка в коридоре. Теперь ими оборудовано каждое купе. Понадобились холодильник и микроволновка? Пожалуйста. Есть также и спутниковая связь. Не вагоны, а настоящие дома на рельсах. Здесь будет установлена радиостанция, будет установлен микрофон. И, естественно, через эту радиостанцию вся информация, которая должна быть у пассажира, будет передаваться начальникам поезда. У них есть специальные положения, во сколько, где, когда и какую информацию они обязаны предоставить пассажиру. То есть удобство, обслуживание, местонахождение, стоянки и так далее. Специальным перечнем начальник поезда будет об этом докладывать. Для людей с ограниченными возможностями передвижение на поезде до сих пор было сопряжено с большими неудобствами. Например, инвалидов-колясочников приходилось поднимать в вагоны буквально на руках. Теперь же для них оборудованы специальные автоматические подъемники. Особые условия созданы и в купе для инвалидов. Здесь у нас есть электронное табло, которое показывает температуру и время. Для незрячих есть голосовое сопровождение. 3 часа 30 Отдельное место для сопровождающего, 2 откидных места. Есть кнопка для вызова проводника. Ну и, конечно же, 2 розетки. Как говорится, все на высшем уровне. По словам специалистов, высокие возможности призваны облегчить многочасовой путь пассажиров. Идет рейтинг опроса по удобству проезда. Пока рейтинг показывает, что мы как бы стали лучше обслуживать, лучше обращаться. Ну и люди начали нас понимать, и желание ехать в нашем поезде появляется больше и больше. Уже сегодня обновленные вагоны повезли в Москву своих первых пассажиров. Они, в свою очередь, по достоинству оценивают новые условия. До конца января Грозненское отделение Северокавказских железных дорог получит еще 5 вагонов, в том числе и 1 с купе для инвалидов. Рамзан Керимов, Булат Баканаев и Зелим Закаев. Новости. Приближается знаменательная дата для всей страны. 9 декабря отметят День Героев Отечества. В этот день будут чествовать обладателей высшей государственной награды. Следующий сюжет о подвигах чеченских силовиков, которые сражались против международного терроризма. Репортаж Алхазура Керимова. Jag mötte ahjär. Då måste jag måste ha de ahjär
Закрывая глаза, он вновь возвращается в начало 2000-х, когда на каждом перекрестке блокпосты, каждый метр земли пропитан кровью, а народ может надеяться только на них, своих героев. Победа или дан конец важен алел дан. Он пример пачавар и тани умна хират герва хинзол рамзан матч базен дан. Тун майрал дан хинзит эцак веснас тун майрал безграничная хинд и пач халча вистирал дан. So халван цаек метод цагинжон. It's adana табандич болчул ялс хэтале догас сидан мероприятие хил дана. Het post ja dan het door machines die gerst wordt in berg neer zet wordt dan hallo wel leldo. Toen is meer dol dat dan moet er meer dat er dan Ramzan systeem meer leti dan zo'n terdalaj. Вахид Усмаев рассказывает о послевоенных изменениях, которые произошли в районе, где с недавних пор он занимает должность главы муниципалитета. С 2003 по 2004 годы он был командиром батальона местной милиции. Тогда картина была совсем иная. Первый штаб-контор هلا سويت كريم بوشي ما يكتكر إمتى إيرستوريتين ده شتاب إتش عدايولين بيكسي تيسلوش هقبل فيدرال سيدان فوز ترجم سوادان يخبص شيء قالوا يشور إيش بخلر سعر دان نفسك دان زي ما بني معني والله ميل والله شيء سعر بندي توباس دان بندي شوي دوت سخاء سان دكزات درج رايك دكتور. В самый сложный период для чеченского народа он одним из первых последовал за лидером нации. И вот они, плоды той нелегкой работы, целью которой была победа над международным террором. Часто приходит на местный стадион, чтобы поболеть за любимую команду. Обязательно волсом футболе Грозненский стадион я كمان جلوز وچت سقوط شو خاويش دان تون دزلدو گمسير молодежь дан Ставропольский команду дан وي дан чемпион республики дан Ахмат клуб Целош Ставрополь команду الماتش ده كده بيزن عودينا ده جيزدوج ولا داس وغا واحد واشتان. 10 лет он командовал полком патрульно-постовой службы милиции специального назначения имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сотни спецопераций и тысячи амнистированных людей. Он принимал участие в самых сложных ликвидациях главарей банд подполья, в числе которых и лидеры сепаратистов братья Гакаевы. Именно они были причастны к взрывам в Грозном в августе 2012-го. Известность в республике они получили после серии тяжких преступлений. На их совести десятки невинно убитых сотрудников полиции, военнослужащих, учителей, директоров предприятий и религиозных деятелей. إيجا كيا مت يعني شيء جروب بتوي إمير ولا يعني جروب ليكويديرت يش أصدق إيش ليكويديرت ما بين دانس راز بتشحد نبرات تلوان تدان واش دعاء الخويست خلص وعز الله أكبر سوالش الله أكبر أسوالش دان تعم منو تحت واش الله أكبر بعدان. Он никогда не скрывался под маской, и ему нечего бояться. А ведь ровно 10 лет назад спокойные прогулки по мирным улицам родной республики заменяли марш-броски по самым опасным в то время территориям страны. Они сами написали себе историю, продемонстрировав мужество, стойкость и героизм. كان أشتي شوب بيشتغل خبر مت طلتو بيكنيس بل يا أم شقل خيشغل مينوس دونات مراجعش نو خيش يحكي عن غور تديزا يس بيرجع غوري نايلش خيشغل وعبك ناس ذا كيلومتر خيشغل بيرك باش عبير تاقا يغو تو بيكنيس بل تير وعبا يشوتش تو حلاش دقاقوش دو زاني سنش تلقح بروباس ديستنس بل يغني خيشغل حلا بغلور بولشبات حباك مت كات بيرتو تدغيت مت كات دام دوتش غدين ات بيرستي دي سن يوغا داتشو برزو اهوتنيكو ات كوزي تربا هاتون اوغال انا واسكرين ديستريتن تون ات دير واوا سامت كرين دون انا هوا بيغر شي ركزاك شردان قالر ترك جيسن شي سارت يلاتين دون الو قيح كادين قالر ترك شي تشوق تون شور باين يشور باميل قاسد كبولرز دوينا اللي قام هتي بيتي تعاقل زوا ساعه شيل ويل تونك اشتغل
خدوق تشيك دولش شو الود ويدان بيسات гоуши кикшлятся хине доуцда групп пиштвайнер фешолдон. Он часами может рассказывать о геройских подвигах своих бойцов, а о своих молчит. Герой России, кавалер ордена Кадырова Вахид Усмаев трижды был награжден орденом мужества. На вопрос, какая награда для него ценнее, он отвечает. Орден Кадырова юрдан. Я кажу, дока ягердин. Зон орден Кадырова елсен хазгет мадат герой елжи цаа может елжи والله بالله das war бала болжбон. Герой елерсон вообще تناول يحيى درسه ناقص شون داج هما أصل كز قاعد سافيك شو تقايق دان ساي كمان البطليون شين دي بولش بدان كمان دي روج هذ نيسن شيل وخل ولا قايق بيرش نسوي سان على راسه ونبيغ زايدر فأردن كديروس سبيرودني عمد عجن يخاولش إذا دينات سم نامر من سونيلج إنسان هندي دان دزل دقدان ونداج بيرو دوجن يعوز دان دينات سم نامر يوس أردن كديرو دان جيرو سارة موعد ده заслужи дичи сейчи отлучат пач бандолш елаю. Чеченская республика вырастила много героев. Самый огромный след за собой оставил первый президент Чечни Ахмат Хаджи Кадыров. Он ушел из жизни 9 мая 2004 года во время празднования Парада Победы. Часы из его кабинета до сих пор показывают момент взрыва, который унес жизни лидера целой нации, омрачив красную дату календаря. Герой России посмертно. Ахмат Хаджи Кадыров ушел из жизни 9 мая, в день нашего общенационального праздника, в День Победы. И ушел непобежденным. Позже высшая государственная награда указом Владимира Путина была присвоена тогда еще заместителю председателя правительства Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Золотой звездой отмечены заслуги его соратников, кто с первых дней плечом к плечу сражался вместе с Кадыровыми против международного террора. Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, Алибек Делимханов, ранее возглавлявший 141-й специальный моторизованный полк внутренних войск, а также Саид Магомед Какиев и Нурдин Усамов. Вот во время спецоперации Герсурта Мусим показывает старые фотографии своего брата, который погиб при исполнении. Майор милиции Сайпудил Арсанов с 2004 года возглавлял Октябрьское РОВД города Грозный. Под его руководством были раскрыты десятки тяжких преступлений, уничтожены несколько вооруженных банд-групп. Но очередная спецоперация для него завершилась трагически. Саца сун шавех руци хэр элхитсун циноштер дешсун угличу хайшча цадитсусун утучурбеллошт эцауйдо сун яхит хайшт давихш бюхэлт яхолучу одамч таяна хамн оларцусо хамн сучуван табюсяккыл эл сан минут лекцидиасун. У Сайпуди остались две дочери. Младшая Медина знает отца только по фотографиям. Она родилась спустя 2 месяца после его трагической смерти. Лолите тогда было 3 года. Он был ярым противником лжи и несправедливости, рассказывает мать. 7 июля 2007 года при штурме квартиры, в которой укрывались преступники, Ларсанов взломал дверь и первым ворвался в квартиру. Принял огонь на себя и от полученных огнестрельных ранений скончался на месте. Лидер банды и другие члены его группы были ликвидированы. При исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации майору милиции Варсанову Сайфуддину Шарфудиновичу. Награда передается отцу Варсанову Шарфуддину Шариповичу. صدقت عواصر يقدسوني مطل يحرش مطل ما يروش كتوار تا شيء سدعنا قاتل إيش دعنا خير كان دعنا كنا خير كان الحلقة دعنا شأن شاي مليت وجينا ويربع وجينا دعنا شاع أول دعنا مطلوب دعنا أبرزت دعنا برضو يديش ولا. Огромная потеря не только для семьи, но и для всей республики. Его имя гордо носит и одна из центральных улиц Грозного. Сайпуди показал себя достойным сыном чеченского народа и стал ярким примером мужества, в первую очередь для младшего брата, который также служит в рядах правоохранителей. Герой России и кавалер ордена Кадырова посмертно. هذا غير ويروات هذا
طبعا سيليلا رأي دوس سشهدهم سي момент оттers ситуация сай нисэлжэ цухуди дэрти оле эс дэштолум ишнислоса свун балстана чо подпорки докой ой аз гамалдалыксу мича я кварт эбин на ваш ница докой о тэшэм та хэстуаш ошылары тер хэстуаш дали на яқте. Они навсегда останутся в памяти чеченского народа. Люди, которые, не жалея своей жизни, бросались под вражеские пули и открыто заявляли «Мы за целостность страны». Отныне и навсегда их имена свято связаны с высшим званием Героя России. Алхазур Керимов, Магомед Мударов, Ислам Расуев. Новости. Собственники парниковых хозяйств будут платить по новой схеме. В региональном законодательстве произошли изменения. Теперь оплачивать газ на отопление теплиц придется, исходя из их площадей. Газовики доводят эту информацию до потребителей услуг, расскажет Изнаур Заурбеков. Сотрудники «Газпром Межрегионгаз» Грозный обходят тепличные хозяйства города Шали. Каждому предпринимателю они рассказывают об изменении норм потребления газа. Следовательно, нужно заключать договор нового формата. Если раньше оплата за потребленный газ осуществлялась по показаниям счетчика, то теперь платить нужно исходя из площади теплицы. По новой установленной норме на 1 квадратный метр приходится 16 кубических метров газа за месяц. Горючее, которое потрачено по факту, не учитывается. Это позволит сократить расходы за отопление в 3 раза. Данные поправки к 83-му постановлению правительства Чеченской Республики вступили в силу с 1 ноября этого года. По словам газовиков, выгода очевидна, но не все абоненты согласны заключать новый договор. Несмотря на то, что среднее начисление на отопление теплиц снижено практически в 3 раза, также нами применяется цена как для населения на газ, использующий для отопления теплиц. Некоторые абоненты считают возможным не заключать договор о поставке газа и не производить оплаты за потребленный газ на отопление теплиц. К таким абонентам мы будем вынуждены применить крайние меры – это отключение и передача материалов в суд. Просьба к абоненту своевременно и в полном объеме производить оплаты за потребленный газ. Сотрудники газовой службы отмечают, что в республике до сих пор не сформирована культура потребления газа, хотя регион газифицирован на 98%. Половина из 278 тысяч зарегистрированных абонентов платит не по счетчикам. Из-за этого они зачастую переплачивают. Отсутствие прибора приносит им еще массу неудобств. Изнаур Заурбеков, Шамиль Саламов и Зелимхан Закаев. Новости. В столице прошла акция против нарушения правил дорожного движения. Активистки клуба «Иман» совместно с работниками телекомпании «Путь» и сотрудниками УГИБДД раздали листовки с призывом не превышать скорость. Они также напомнили водителям о недопустимости вождения автомобиля в нетрезвом виде. Каждый участник дорожного движения должен помнить, что от его безответственных действий могут пострадать другие, говорят активисты. Такие мероприятия направлены на сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. Их цель заключается в том, чтобы еще раз напомнить как водителям транспортных средств, так и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Водителям надо помнить, прежде чем садиться за руль, что его ждут дома, не рисковать жизнями других участников дорожного движения. Чтобы ознакомиться с методами работы местных специалистов, в детскую республиканскую клиническую больницу приехал врач одной из ведущих клиник Турции Едитепе Турхан Азлер. Вместе с чеченскими врачами он обошел почти всех пациентов одного из отделений, в котором содержится около 50 человек. Интересовался историей болезней каждого ребенка и тем, как свои обязанности выполняют чеченские коллеги. Здесь было отмечено, что в этой больнице принимаются дети с наиболее сложными диагнозами с рождения и до 18 лет. Хочу отметить, что здесь были проведены очень тяжелые операции. Я думаю, что в этой больнице в части ортопедии врачи очень успешные. Несмотря на условия, они провели сложнейшие операции. Я думаю, если немного улучшить условия, они будут работать намного качественнее.
По всей стране отмечают Международный день инвалидов. Этот праздник был учрежден Организацией Объединенных Наций в 1992 году. А в декабре 2006-го Генассамблея приняла Конвенцию о правах инвалидов, принципами которой являются уважение их человеческого достоинства, недискриминация, а также полное вовлечение в жизнь общества. Отметили этот день и в Чеченской Республике. Магомед Ламаркаев расскажет, как провели его самые маленькие. Каждое новое движение для таких детей уже достижение. Смотря на то, как показывают свои номера воспитанники психоневрологического центра лечения и реабилитации, не каждый поймет, сколько труда было в них вложено. Поздравив детей с Международным днем инвалидов в центр пришли родители, а также бывшие воспитанники. В качестве гостей на мероприятии присутствовали представители Министерства здравоохранения и по делам молодежи Чеченской Республики, шествующие организации «Чечен-Газпром» и мэрии Грозного. Последняя преподнесла диспансеру морозильную камеру и телевизор. Баркалгушана Масана, Шейцараха Муслимса Асхар, Ешца Ешар, хочется поздравить на адресе Ашудел, Аллахара Дайтнер, Сува Муслимс Дайтем Сауват Шигдаделер, Дал Гахабертил, Дал Собара Мадоделшу, Дал Шейдадел Шейлахи. В большинстве перед собравшимися выступали воспитанники психоневрологического центра. Кто-то пел песни, а кто-то танцевал. Особое впечатление на детей произвело выступление специально приглашенного клоуна из Москвы. Олег Кожемякин, актер театра и кино, играл в разных популярных сериалах. В этот диспансер с концертной программой он приезжает регулярно, абсолютно бесплатно. Признается, главная для него награда – это веселые лица детей. Всего в центре воспитываются около 100 детей. Помещение рассчитано на 120 коек, а врачи принимают детей с заболеваниями всех форм ДЦП, синдромом Дауна, эпилепсией, задержкой психоречевого развития, аутизма. У нас был поток с синдромом Дауна. Сейчас эти дети, количество этих детей уменьшилось, но появился поток с аутизмом. Мы не теряем надежду. На каждого ребенка уделяется огромное внимание всех специалистов. Здесь находятся квалифицированные специалисты. Мы беремся за любого ребенка и стараемся. Конечно, мы не можем сказать, что он выздоровел, но в любом случае ребенок уходит, и родители благодарные уходят, и ребенок уже может самостоятельно передвигаться, выполнять свои функции. Стоит отметить, что ребенок здесь остается под наблюдением врачей 24 часа в сутки. За ними присматривают около 130 сотрудников центра. Родители вправе в любой момент навестить, а при желании и забрать свое чадо домой. Магомед Ламаркаев, Булат Баканаев и Ислам Расуев. Новости. А для жителей Наурского района день ознаменовался настоящим праздником. Здесь состоялась сельскохозяйственная ярмарка. Представители различных селений на центральной площади станицы развернули палатки с продукцией местного производства, от продуктов питания до различных подделок. Свои товары на ярмарке представили и сельхозпроизводители из Ставропольского края. Оценил выставку и наш корреспондент. На открытие сельскохозяйственной ярмарки прибыли депутаты парламента и представители министерств Чеченской Республики. В адрес местных жителей здесь звучат поздравления с Днем Наурского района. Гости также отметили, что издавна эти земли славились богатым урожаем. Всегда Наурский район, даже не говоря в Российской Федерации, в целом по Союзу всегда славился своими трудами в области сельского хозяйства. Я думаю, что та, так сказать, известность, которая была ранее, что работники агропромышленного комплекса, сельхозтоваропроизводители, восстановят ту былую славу, и мы будем далее работать успешно. После официальной части мероприятия гости посетили выставочные шатры различных населенных пунктов муниципалитета. Здесь можно было увидеть ручные поделки, старинные орудия труда и отведать национальные блюда. Ну а праздничная атмосфера поддерживается концертной программой. Празднование Дня Наурского района стало уже традицией. Ежегодно сюда съезжаются сельхозработники республики и ближних регионов. Половина продукции, представленной на ярмарке в этом году, местного производства. Мы тоже очень серьезно присутствуем на сегодняшней ярмарке. Если в 2003 году, когда первый раз приехали изобильнинцы, мы вообще не присутствовали на ярмарке,
Сегодня более 50% сельхозпродукции представлена уже нашим районом. По качеству, по всем нормам мы, значит, соответствуем. И также ценовую политику держим. Уже по доброй традиции на сельскохозяйственную ярмарку со своей продукцией прибыла делегация из Ставропольского края. Они привезли сюда 18 грузовых машин зерновых культур. Традиционно мы уже в рамках соглашения, наверное, не только в рамках соглашения, а то, что наши районы побратимы, более 10 лет это уже происходит. Мы едем сюда как к своим друзьям. Мы благодарны за тот прием и хотим, чтобы наше сотрудничество продолжалось, потому что мы видим отношения людей. Люди охотно закупаются зерном. Некоторые фуры уже в первую половину дня опустели. Товар распродан. При таком спросе сюда хочется возвращаться чаще, отмечают поставщики. Приехали мы вчера, сегодня в 8 часов нас утра привезли сюда на ярмарку. Машины стояли здесь. И до 10 часов мы 2 машины продали зерна. Такой высокий интерес покупателей к завезенной продукции объясняется низкими ценами и качеством. Это очень выгодно, так как наступает зима и нужно закупить корм для домашнего скота. Удобно, дешево, дешевле, чем у нас. Запасаемся, ячмень, кукуруза. Мы рады, когда к нам приезжают гости с такой продукцией. Представили здесь свою продукцию и местные фермеры. Фрукты и овощи, выращенные в республике, также имеют большой спрос. В следующий раз ярмарка соберется через год. Из Наур Заурбеков, Мансур Сааев и Ислам Расуев. Новости. Грозный готовится к Новому году. Декабрь у большинства ассоциируется с праздничной атмосферой, созданной во многом благодаря красочному оформлению фасадов зданий, магазинов и даже деревьев. Моя коллега Тинатин Музашвили также узнала, когда будет готова главная новогодняя красавица. Пушистые хвойные ветки по всей длине заполнили железную конструкцию елки. Установка главной новогодней красавицы идет полным ходом. По традиции она расположилась на центральной площади перед комплексом высотных зданий Грозно-Сити. Еще немного, и новогодняя елка заблестит разноцветными огнями. Искусственное дерево украсят гирляндами протяженностью около 5 километров и блестящими подарками. Их будет около 4000. А завершит всю эту композицию алая звезда. Грозненская елка претендует на звание самого высокого и тяжелого дерева страны. Городские службы начали готовиться к предстоящему торжеству еще месяц назад. Весь город превратится в зимнюю сказку. На главных улицах поставят новогодние декорации. Кроме того, в Грозном, как и раньше, будет объявлен конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов. Государственные и коммерческие здания могут подать заявку в мэрию уже с 1 декабря. Городские районы также могут принять участие в соревновании на лучшее проведение новогодних мероприятий. Заявку надо подавать на общий отдел мэрии города Грозного, прочитав информацию о том, что им надо подать в первую очередь на сайте мэрии города Грозного. Конечно, было бы хорошо, если бы наши жители города Грозного поддержали нас в этом конкурсе, и каждое дворовое управление тоже украсил бы свой двор, чтобы город более стал еще красочнее. Специалисты планируют завершить работы по монтажу и украшению главной городской елки до 20 декабря, после чего состоится праздничное открытие. В новогоднюю ночь жителей и гостей столицы ждут традиционные гуляния, развлекательная программа и фейерверк, знаменующий наступление 2017 года. Тинатин Музашвили, Мансур Сааев, Рустам Ибрагимов, Расул Арцухаев, Джамлейл Ходжалиев. Новости. Грозный продолжает оставаться центром притяжения туристов со всей страны. Чеченская столица принимает очередную группу гостей. С ними пообщалась Залина Атаева. Привет из Петрозаводска, из Карелии. Нам очень нравится. Староскол, Белгородского. Сибирь, Урал, Центральная Россия. Туристы с разных концов страны встретились сегодня в Грозном. Около 500 экскурсантов принимает чеченская столица еженедельно. Я очень много слышала о красотах, которые здесь, о том, как быстро восстановился этот город. И мы действительно увидели это все, эту красоту, уходим. И такое впечатление, что мы за границей, а не в черте России. Очень понравилось все. Наравне со взрослыми в Грозный приезжают и маленькие гости. Когда мы были в Пятигорске санатории, мы проходили мимо экскурсии
И мама заметила, что вот хит сезона Грозный. Ага. Мы посмотрели, подумали и решили поехать. Ага. Ну и как, тебе нравится? Да, вот сейчас будем на вышку на ту подниматься. Именно этот объект является изюминкой экскурсии, потому что отсюда можно увидеть город с высоты птичьего полета, ну и сделать замечательное селфи на фоне часов, самых крупных в Европе, диаметром 14 метров, которые венчают башню Феникс. Погуляли по городу, ребята съездили в горы, побывали в таких известных местах, как Сержин-Юрт, Ледяно, вот, побывали на Голубом озере в городе Мертвых. Всем очень понравилось. Мы приехали на экскурсию с учениками, вот, показать им ваши достопримечательности. У нас остались только положительные эмоции, все очень красиво. Я ни разу не была здесь, первый раз приехала. Приехали со школы, взяли детей посмотреть, полюбоваться Грозной. Так что нам понравилось. Мы еще походим, посмотрим, увидим. Надеюсь, то же самое будет красиво, хорошо, красиво очень. Не менее чем объекты, туристам бывают интересны и традиции, нравы и обычаи чеченского народа. Наши гиды охотно рассказывают именно о свадьбах. Молодые, когда приезжают, когда выводят невесту из дома, естественно, у нас невеста проводит все время очень скромно и не должна ни с кем разговаривать. А мужская половина, чтобы ее разговорить, должны давать ей дань, то есть денежки. Несмотря на то, что индустрия туризма только на этапе развития в Чеченской Республике, маршрут уже довольно популярный. Маршрут действительно востребован. Это новая экскурсия. Если сравнивать с Эльбрусом, Домбаем, это все поездки, которые, конечно, традиционно осуществляются с кавказских минеральных вод очень давно, еще с царских времен, можно сказать, то город Грозный вызывает интерес уже тем, что это город, восставший из пепла, по-настоящему восстановленный. И, конечно, гостеприимство чеченского народа, о нем наслышаны многие. Это позволяет, конечно, вызывать интерес у наших отдыхающих, которые приезжают со всей нашей необъятной родины и из всех уголков России. Вот обычно в группе у нас от Калининграда до Владивостока, от Владивостока до Калининграда. Вся страна и даже из стран ближнего зарубежья, Казахстан, Азербайджан сегодня у нас в группе. И, конечно, интерес к Грозному есть. Мы по телевидению постоянно смотрим, вот торжества происходят здесь большие, и поэтому решили, вот мы отдыхаем в Ессентуках, и решили сегодня приехать, убедиться воочию. Приезжайте в гости в Татарстан. Небольшая ярмарка на проспекте Путина организована специально для туристов. Здесь местные ремесленники представляют сувениры ручной работы. Всегда один и тот же вопрос. Где можно приобрести то, что делают местные мастера? Мы пригласили сегодня мастеров, которые сами занимаются производством какой-то сувенирной продукции, допустим, из керамики, из гипса, допустим, колбаса сушеная, то, что они не могут там в своих регионах приобрести, чисто такой местный колоритный продукт. Здесь больше как бы по просьбе непосредственно наших коллег из других регионов, которые приезжают сюда, мы решили это все организовать. Для комфортного времяпровождения туристов в регионе создаются все необходимые условия. Если 2 года назад, увидев группу туристов на улицах Грозного, жители удивлялись, то сегодня это неотъемлемая часть городской жизни. Залина Атаева, Расул Арцухаев и Луиза Юнусова. Новости. Академию футбола «Рамзан» посетила делегация из Италии во главе с тренером Ивано Делли Морта. Генеральный директор Академии Хайдар Алханов провел экскурсию для гостей. Итальянским специалистам рассказали об условиях работы и о территории школы. Помимо этого, гости посмотрели тренировку 2 групп и познакомились с тренерским штабом. Делли Морте был приятно удивлен увиденным и высказал надежду, что здесь можно воспитать игроков высокого уровня. Итальянский специалист со своими помощниками вернется в республику после новогодних каникул уже в качестве тренера. Впечатления очень положительные. Увиденным сегодня здесь я доволен. Условия, которые предоставляются здесь для воспитания молодых футболистов, соответствуют тем условиям, которые предоставляются в Италии в серии А. Тем не менее, я вижу, что предстоит много работы. Для того, чтобы воспитать хорошее поколение, конечно, нужно время. Пока мы рассматриваем сотрудничество от 2 до 5 лет. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами, и всего доброго.